Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году наша Россия и Православная Церковь отмечает 800-летие со дня рождения святого Александра Невского. И свою беседу мы посвятим сегодня деятельности этого князя. Его житие довольно обширно, подробно излагает обстоятельства его служения. Мы не будем подробно его пересказывать, тем более, что во многих передачах в этом году оно освещено. Остановимся на отдельных, особенно важных моментах. Так, например, рассказывается о его детстве, о его воспитании. По тогдашнему обычаю его рано начали учить. И так как при воспитании больше всего заботились тогда о развитии в душе ребенка страха Божия, благочестия, то и учили благоверного князя прежде всего священным книгам, Евангелию, Псалтыре, любимой в нашей Святой Руси священной книге, в мудрых словах которой наши благочестивые князья искали и находили себе утешение в самые тяжелые минуты своей жизни, когда ни от кого, кроме Господа, нельзя было ожидать ни помощи, ни утешения. Очень назидательный момент, потому что сегодня мы видим, что науки мирские, те, которые сами по себе неплохие, но направлены все-таки на земное преуспеяние, они больше занимают умы родителей. Вот недавно узнал, что в одной из школ нашего города, там где был православный кружок, вот в этом году получилось так, что сами родители не пожелали детей записывать в него. Вот, больше ориентируются на робототехнику, скажем, такие вот там танцы, ну, то, что направлено вот на земное бытие человека. Мало стали обращать внимание на сердце, на душу, на способность человека сопереживать, сострадать, быть милосердным, молиться, обращаться к Богу. Вот. Поэтому и жизнь-то ведь наша становится такая суетная, во многом наполненная событиями, как сейчас говорят, мероприятиями. А вот подлинной человечности, такой вот глубины, близости к Богу тем более, то, что мы видим как раз в святом князе, умение уже не просто своим умом действовать, а быть как бы вот присутствием Бога на земле, да? Волю Божью осуществлять в своей жизни, в деятельности, в заботе о людях. Вот этого становится мало. Поэтому, дорогие родители, воспитатели, старайтесь в своих детях не через обрядоверие, а именно через глубину познания веры воспитывать вот этот страх Божий. Господь с детских дней готовил благоверному князю Александре светильник горящей веры добродетелями. По свидетельству древнего писателя жизни благоверного князя, никогда он не предавался детским забавам и развлечениям. Любимым его занятием было чтение священных книг, любимым отдыхом пламенная молитва Господу, пример которой он постоянно наблюдал в лице своей благочестивой матери. Пением церковных песнопений услаждал он свою душу, постом и воздержанием укреплял и развивал свои телесные силы. Опять какой глубокий, важный пример. Во-первых, образец молящейся матери. Если для родителей молитва – это главнейшее дело жизни, дети, естественно, не смогут пройти мимо этого. Они воспримут этот пример. Тем более, настоящая молитва, она всегда не остается без ответа. Господь исполняет. И когда дети видят, что молитва творит чудеса, что она и больных исцеляет, и житейские проблемы чудным образом разрешает, конечно, они этим вдохновятся. Вот сказано здесь про развлечения, тоже немаловажно. Ведь сегодня мы детей стараемся, помимо образования и успеха, туда сводить, сюда сводить. Вот как-то наблюдал, помню, в поезде, вот, в соседнем купе, мама ребеночку предлагает, ну скушай это, ну скушай то. 5-10 минут проходит, она опять ему, ну давай, ну вот, может тебе чаю все-таки налить. И вот все утро только и разговоры вот о еде, да, вот, ну займись этим, потом тут же какие-то упреки сыплются. Вот занять ребенка развлечениями суетными, такое сегодня во многом становится воспитанием. Тут мы видим в жизни святого Александра целенаправленное, то есть родители сами живут для Бога, они движутся к Богу, они понимают, что вся жизнь – это дорога к Богу. И они, естественно, детям стараются передать. Тем более понимая, что ребенок это будущий правитель, это будущий воин,
Это ответственный человек. Они не говорят ему, что ну как-нибудь проживи так безопасно, тихо, спокойно. Вот. Они готовят его к подвигам, к сложным решениям, к трудным. И действительно потом в жизни это приходится исполнять. Наряду с книжным обучением в княжеской древнерусской семье много обращалось внимания и на воспитание физическое, на развитие силы и ловкости, умение владеть мечом и копьем, ездить на коне и тому подобное. Так как князь должен был быть опытным не только в подвигах духовных, но и в подвигах ратных. Должен быть не только воином Христовым, но и воином земным. Уметь защитить святую церковь и силою слова, и когда это требовалось, силою меча. И благоверный князь Александр, непобедимый Витязь, как называли его современники, в совершенстве усвоил эту сторону княжеского воспитания. И для своих соратников был не только руководителем, но и образцом ратной доблести. Да, вот здесь мы видим, что действительно христианин, он должен быть не только созерцателем, не только молитвенником, хотя в первую очередь, конечно, это, но он должен быть и практиком, он должен быть и деятелем. Вот ортодоксия, то есть правильная вера, она ведет к ортопраксии, то есть к правильной деятельности. Мы знаем, сколько у нас среди святых есть воинов, вот, которые и, вот, помните, например, Нестор, который сбросил этого Лия, да, убивавшего христиан, то есть совершил этот ратный подвиг. Вот, Георгий Победоносец, потом последующие Даниил Московский, Дмитрий Донской и так далее, Андрей Пересвет, Александр Ослябя и много-много других людей свидетельствуют о том, что Господь дал нам не только направление, не только силу, Он дал нам вот как бы власть совершать. Помните, когда апостолы пришли к Иисусу Христу и сказали, ходатайствуя как бы за людей, что вот нечего им есть, отпусти их есть, купить продукты. А Он говорит, не надо им идти, вы дайте им есть. И вот это вот повеление Христова, что вы сами сделаете, да, то есть не только вот молитесь, просите у Бога чуда, а вы сами ведь можете. Вот начните делиться тем, что у вас есть, начните строить, начните делать, начните созидать. И вот этот именно посыл такой ответственности, что никто кроме нас, мы и видим во всем житии святого князя. Очень бы хотел, чтобы его было больше, вот современных верующих людей, христианах, которые, ну, как бы, может, недостаточно действуют, ждут. Ну, да, мы научились много говорить о смирении, научились много смиряться, а вот действовать, со смирением действовать, да, понимая, что Бог нашими руками совершает свои чудеса, вот это нам очень нужно. Рано начинали подготовлять юных князей к предстоявшей им правительственной деятельности. И здесь для благоверного Александра высоким примером и образцом для подражания мог служить его знаменитый отец. Этот, по отзыву современников, страдалец за русскую землю, положивший душу свою, заверенную Богом в управлении страной. Вот. У нас действительно сегодня нужны такие юноши, мальчики, которые воспитывались бы на жертвенных примерах, которые могли бы быть правителями, могли бы быть военачальниками, вообще могли бы жить не для себя, могли бы изначально настроены на то, что да, жизнь верующего человека – это жертва, это подвиг, это труд, это самоотречение. Вот. И не ищи себе удобства, не ищи себе сладости, не ищи себе покоя, а вот ищи угождение Богу, вот, в том числе в служении людям. Еще дальше я бы хотел в его жизни обратить внимание, например, милосердие. Вообще это очень много подчеркивается, когда мы поем, читаем богослужебный текст, об этом постоянно говорится, что он милосерден к людям, внимателен к людям, к простым людям. Это было и в Новгороде, где он правил, вот, и вообще во всей последующей жизни. Это реализация заповедей Христова. Господь говорит, блаженны нищие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Вот это вот понимание взаимосвязи нашей милости и Божьей милости к нам, вот, это один из стержневых моментов православной веры. Мудрые советы давал он своим дружинникам о том, как нужно пользоваться своей властью.
От Бога, говорил он, получили мы власть над людьми Божьими. И в страшный день суда Божия должны будем дать отчет в пользовании этой властью. Оградив себя страхом Божьим, помня этот день всеобщего воздаяния каждому по делам его, со всею справедливостью производите суды. Не смотрите на лица и положение тяжущихся. Будьте одинаково внимательны как к богатому, так и к бедному. Наказывая виновных, не будьте жестоки. Соразмеряйте милостью наказания. Ничего не делайте под влиянием гнева, раздражения и зависти. Не забывайте нуждающихся, помогайте всем, творите милостыню, чтобы себе заслужить милость Божию. Вчера читал одну научную статью, и там делался обзор коррупционных дел за последние 20 лет в России, федеральном, региональном, муниципальном уровне. Я был поражен, потому что обычно только какие-то отдельные отголоски доносятся, а тут огромный список на несколько листов, и сумасшедшие суммы, описание, как там деньги наличные вот действительно в мешках при обысках на дачах находят. И поражаешься, думаешь, зачем? Зачем вот человеку, ну, например, нужна взятка там 700 миллионов, там несколько миллиардов. Ну зачем? Зачем это может вообще понадобиться? Зачем человеку 13 квартир? Ведь действительно иметь вот простое, необходимое, хорошее, и этого вполне достаточно. А сколько можно бедным людям помочь? Сколько можно вот быть действительно таким, вот быть всем для всех? И снискать себе народную любовь. Ведь мы знаем, что у нас есть и такие прекрасные правители, даже наши новейшие истории. Ну, не обязательно их имена широко известны, но народная память очень, очень их чтит. Ну, вот если в нашей республике, например, вспоминается Иван Егорович Кулаков. Вот. Люди к нему шли, и его кабинет был открыт для всех просителей. Я сам лично присутствовал при одной из таких встреч и видел, как он тут же на ходу решает вопросы, дает распоряжения, присылает там просителей для сельской школы компьютер. И исполнялось, то есть и посылал он, чтобы хотя бы вот один компьютер был для работы, для обучения школьников и так далее. И народная память ведь этого не забывает. Люди прекрасно помнят и знают, что именно вот это внимание к простым нуждам, оно и показывает уровень человечности. И хочется, конечно, чтобы все и власть имущие, простые люди, вот они были такими. Это касается не только богатых людей, влиятельных, это касается каждого из нас. Потому что рядом с каждым из нас множество людей, других более нуждающихся, более простых, более бедных. Вот. И вот это внимание каждому, умение не говорить мои проблемы, твои проблемы, умение воспринимать все проблемы как свои, как те, куда ты хотя бы лепту можешь внести. Хотя бы словом, хотя бы вниманием, хотя бы выслушать, хотя бы там 50 рублей. Но помочь, я думаю, что это призыв каждому. Вот. Вот пролистал службы, которые служатся в честь святого Александра, и выписал там одну стихиру, которая особенно глубоко показывает это. «Богомудрый Александре, великий княже, блажен еси, яко блаженство наследовал еси, его же ради вся земная презрев, неотложно того взыскуя, нищие удавлил еси, сирот питатель, пленных свободитель был еси. Тем в нестареемую радость вшел еси Господа твоего, ему же со ангелы предстоя, моли, верую поющим тя, к обзованию щедрот подати и грехов оставления». Обзование — это значит богатство и сапиды. Так вот, здесь говорится, что ты блажен, Александре, богомудрый, мудрость твоя от Бога, потому что ты блаженство наследовал еси, мы видим, и через многие чудеса, сейчас об этом скажем, видим, что он действительно прославлен у Бога на небесах, это явно. Его же ради, то есть ради этого небесного, вся земная презрев, неотложно того взыскуя, то есть небесного блаженства. И дальше вот неожиданный ход мысли. Нищие удовлил, то есть удовлетворил в их нуждах, сирот напитал, пленных освободил и так далее. Поэтому и вошел в нестареемую, то есть вечную радость Господа твоего. И сейчас ты перед Ним предстоишь, и мы просим, моли, веруй, поющим Тя, к обзыванию щедров подать и грехов оставления. Вот. То есть человек ищет небесного блаженства, но он осуществляет его через земное служение,
через земное служение, то есть через повседневное милосердие к людям он и получает небесное блаженство. Вот притча о страшном суде, она нас этому очень глубоко учит. То, что вы сделали людям, то вы сделали, говорит Господь, мне. Ну и, конечно, вот в его служении, в его деятельности, пожалуй, самый сильный момент, самый важный, самый главный выбор – это выбор между Западом и Востоком. В каком смысле? С Запада наступают рыцари, ну, иногда с территориальными планами, да, захвата, но более всего это попытка силовым образом навязать Руси веру. Они предлагают военную помощь в борьбе с монголо-татарами, захватившими тогда Русь, вот, в обмен на покорность Римскому папе. И святой Александр Невский отказывает им. Он говорит о том, что мы вот знаем священную историю, священное предание, Вселенский собор, а ваше учение не знаем и знать не хотим. Вот, он отказывает им. И тогда они наступают в силу. Тем самым они показывают свою слабость. Потому что вера, которая навязывается, сила оружия, понятно, что это уже не вера, это уже какое-то земное предприятие. И вот против них, хотя они близки по вере, католики, да, там, на поверхностный взгляд небольшие отличия, но он против них сражается беспощадно, потому что понимает, что самое главное сокровище Россия должна сохранить – это свою веру. Из книги Николая Клепинина хочу зачитать строчки, которые глубоко это показывают. Развлечение между важным и маловажным, подлинным и неподлинным было особым даром святого Александра. И вот путь менее всего можно назвать путем компромисса. Он никогда не оказался податливым там, где податливость была бы изменой и вероотступничеством. Нигде не уступал там, где уступка была бы ущербом не чести, но правды Руси. Заметьте, не чести, а правды Руси. Ведь можно принять и бесчестие, но правду надо сохранить. Он подчинился татарам. Он отверг попытку спасения Руси ценой измены православия. Он поклонялся Батыю, но отказался, несмотря на угрозу мученической смерти, стать идолопоклонником. Да, и вместе с тем он действительно шел на поклон к татарам, хотя многие тогда восставали против них, но это были бессмысленные бунты, бессмысленные и с земной точки зрения, вот, потому что татары были во много раз сильнее, они беспощадно уничтожали, потом карали вот эти восстания, убивали женщин, детей, и бессмысленные с точки зрения веры, потому что если Господь попустил какую-то скорбь для очищения, скорбь для смирения, то ее надо принять, взять свой крест и последовать за Христом. Вот принятие скорбей – это и есть настоящее смирение. И он это понимал, что надо сейчас, надо платить дань, надо жить в бедности, надо покоряться, надо смиряться. Вот. И он даже наказывал тех, кто эти бунты поднимал. Подлинное служение всегда связано с подвигом самоотречения. Самый враждебный взгляд не сможет приметить в жизни святого Александра личного честолюбия. Он не совершил ни одного похода для славы и не начал ни одной битвы для личной выгоды. С одинаковой твердостью он шел на войну, покрывавшую его славой, и на унижение в ханской ставке. Его жизнь – постоянный подвиг смирения и отречения от себя для служения людям. И вот еще важная мысль, особенно для тех, кто действительно вот трудится. Святые отцы учат, что для человека, верно исполняющего данное Богом служение, дела заменяют продолжительную молитву. Его жизнь притворяется в непрестанную молитву делами. Так и жизнь святого Александра, протекшая не в тишине пустыни, а на пути, орошенном кровью и омраченном смутами, была жизнью подвижника. Поэтому церковь прославляет его как подвижника, отрекшегося от мира и предавшегося Богу. Он поистине подвижник, но в то же время в нем и приятие мира. То есть его служение, его дела – это миротворчество. Блаженны сказано Господом миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
Он старался сохранить мир для земли нашей. Он защищал этот мир, если надо было, и мечом. Причем интересно, что его воинское служение, оно является как бы продолжением того, что сделал сам Христос. Ведь Господь однажды сам взял в руки бич из веревок и выгнал торгующих из храма. Это была как раз ревность о защите веры, о том, что люди перестали правильно понимать веру, они сделали ее тогда в Иерусалимском храме средством обогащения, средством служения себе. И вот он защищает славу Божию, физически руками защищает, вот, как бы избиением даже защищает. То есть в отдельных случаях это возможно. И также и Александр, вот он, видимо, ощущает такой вот праведный гнев в отношении этих западных завоевателей, которые веру, истинное благочестие, вот, они превратили в политическое дело. Они превратили в такой вот римско-папский проект. И он восстает против этого искажения. Кончина его была блаженной. Он возвращался с ханской ставки, он заболел тяжело. Есть версия, что его отравили. Не знаю, мы сейчас точно не можем сказать. Вот. И в пути он принимает монашеский постриг, принимает схиму с именем Алексея, вот, умирает прямо там. Тоже интересно. Человек всю жизнь, через семейную жизнь, кстати, он был семьянином и отцом, вот, а через семейную жизнь он идет, он, видимо, вот, имеет перед собой вот этот образ монашеской созерцательной жизни, образ полной принадлежности к Богу. Он где-то внутри, может быть, себя вот мечтает о нем, ждет его. Вот, пусть это будет один день жизни, пусть это будет последний день жизни, но он должен прийти вот к такой в молитве полной принадлежности к Богу. И это осуществляет. Вот. Сегодня наши монастыри, они высятся большими храмами, соборами, но они не богаты людьми, людей мало. Мало людей готовых посвятить себя Богу. Пускай бы и в старости, когда человек вот уже вырастил детей, внуков, и силы еще есть, и потрудиться бы молитвой бы и физически для Бога. А нет, почему-то не решаются люди. Потому что сама жизнь не выстроена, не направлена на это. А вот в древности люди мечтали об этом. Мечтали, чтобы хотя бы на излете жизни Богу в монашестве послужить. Вот. Кончина его знаменуется чудом. Он сам протягивает руку и берет из руки во время отпевания разрешительную молитву. Это было настолько явно, что все были поражены. Мгновенно по всей Руси этот слух разнесся, и люди утешились. Они поняли, что хотя и зашло солнце земли русской, как сказал митрополит, извещенный о его кончине, но Господь Русь не оставляет. Если сами люди будут веровать, Бог по-прежнему будет с ними. Множество исцелений происходит у его гробницы, и сказано, что это маленькая часть, только записано, а чудеса, они неисчислимы. Тут исцеление больных, слепых, вот. Это и освобождение от демонов бесноватых, умалишенных, исцелений и так далее. Сколько милостей удостоились получить по вере к благоверному князю болящие и озлобленные души. И никогда не угасал в наших предках память о благодеяниях угодника Божия, его земных подвигах на славу Отечества нашего. Вот действительно, святой Александр, он для нас пример деятельной веры, деятельного христианства. Он для нас и источник через молитву благодати Божией. Мы должны смотреть на него, мы должны читать о нем, мы должны вдохновляться его подвигом, его служением. Мы должны сами, каждый на своем месте, стараться быть такими же и праведными, и молитвенными, и решительными. И вот в завершение уже зачитаем тоже еще раз из книги Николая Клепинина, как итог. Наше слово сильно и выразительно лишь там, где кипят страсти, где раздирание и двойственность непреображенной и греховной человеческой природы. Там же, где страсти уже побеждены, где достигнута целостность и умиротворение в Боге, там наше слово становится бледным и ограниченным. Границы слова лишь касаются пределов духовной жизни, но не простираются за них. Все подлинно реальное, умиротворенное,
святое остается невыразимым для слова. И здесь лежит вся трудность жизнеописания святого Александра. Эта трудность в невыразимости витийствующим языком того внутреннего облика святого князя, который светится за его внешними делами, который постигается лишь через движимую Святым Духом жизнь Церкви, прославившей и причислившей его к лику святых. Дай Бог, чтобы каждый из нас за всей внешней деятельностью, за множеством слов наших произносимых, смог в себе воспитать, возгреть, сохранить как тайну вот эту таинственную жизнь Святого Духа, которая и ведет нас в будущей жизни к воскресению, к соединению с Творцом, с Господом Богом нашим. До свидания. До новых встреч.